Всем привет, дорогие друзья! И мы в Морово, и здесь мы сделали внутреннюю чистовую отделку. Несколько лет назад, я покажу даже фотографию, мы демонтировали здесь старый дом. Потом мы огромный объем мусора отсюда еще вывозили. Потом построили основу дома. Сделали потом черновую отделку. Электрика уже готова. И, наконец-то, выполнили внутри чистовую отделку. Это надо видеть. Там действительно очень красиво. Там очень красиво, эстетически приятно. Это надо посмотреть. Рекомендую. Пойдемте. У нас по низу идут фанерные полы, черновые пока. Здесь уже можно делать чистовой настил. А по стенам, стены мы сделали внутренние каркасные, в данном случае перегородки. Здесь будет одна спальня, здесь зеркальная, вторая спальня. Утеплили, точнее шумоизолировали помещение и обшили все имитацией бруса и покраской. Посмотрите, как красиво выглядит. Нет крепежных элементов, нет ни саморезов, нет ни гвоздей. Посмотрите, как будто она, вот как она держится. Она держится и держится крепко. Полы были утеплены 20 сантиметрами, потолок был утеплен тоже 20 сантиметрами. Обшит потолок тоже имитацией бруса, также покрашен в модный серый цвет. Также обращу внимание на электрику. Везде по согласованию с заказчиком, конечно, в нужных местах. Выключатели эргономично, под руку, четко, по высоте. Розеточные точки. То есть везде все продумано в нужных местах. Давайте вот мы из одной спальни увидим сейчас зеркальную спальню, все то же самое. Все красиво, эстетически приятно. Прошу еще обратить внимание на угловые соединения тоже. Вот досочка приходит, досочка ушла. Прошу обратить внимание на подоконнички. Мы их делали, лакировали. То есть очень красиво все выглядит. Класс. Вот здесь вот чувствуется уже почти уют. Остается только двери установить. Пойдемте дальше. Здесь планируется санузел. Тоже розетка. Заходим. Все обшито. В нужных местах уже стоят розеточные группы. Например, здесь бойлер. Здесь небольшой радиатор будет. То есть, так уютный и просторный санузел. Хочу обратить внимание. Вон я прогуливаюсь по санузлу, кстати. Места много. Классно, когда места много. Сердце дома начинается. Это гостиная. И сердце дома — это вот такой большой красивый камин. Это надо обратить внимание. Это шик. Вещь тоже, я предполагаю, не дешевая. Камень. Тяжеленный, наверное. Как его сюда? Класс. Очень шикарно, когда горит. И еще дает тепло, согревает этот дом. То есть сердце дома. Здесь очень много красоты. Прошу также оценивать нашу работу, как было все обшито и покрашено ровными слоями. То есть нет где-то там в несколько слоев, что текстуры здесь вообще не видно, здесь текстура видна. То есть равномерный прокрас идет древесины. Мы сначала зашлифовывали, потом нужные места мы шпаклевали, и потом наносили лакокрасочное покрытие. То есть мы сначала шпаклюем, потом зашкуриваем полностью всю древесину, а потом уже наносим лакокрасочное покрытие, чтобы слой максимально ровно лег. Но это наш подход. Также обращайте внимание на красоту подоконничков, как они были сделаны. Шикарно. Все примыкания, как запилы, примыкания с окном, аккуратненько. Угловые соединения. Здесь есть на что обратить внимание. Здесь, например, уже розеточная группа. Дальше немножко отвлекусь в сторону электрики. Очень хорошо продумана электрика в доме, то есть где она будет находиться. Здесь телевизор, здесь розетка под радиатор, который будет на управлении на смартфоне. То есть заранее можно сделать тепло в доме, еще только доезжая до дома. То есть заранее на пульте управления. Здесь у нас свет на террасу. Под радиатором. Здесь кухонный гарнитур. То есть чайничек, микроволновка, здесь вывод на электрическую печь, заранее розетка под холодильник. Очень точно была спланирована электрика в доме и смонтирована. Уже когда вот так вот красивенько, бежевенькие, да, не ляписные, когда они выделяются, это все-таки технический элемент. То есть многие выделяют розетки или там выделяют выключатели. У нас, грубо говоря, бежевое на бежевом.
Скоро эта ляписность модная на текущий момент, вот это черные яркие розетки или белые, эта мода уходит уже. То есть все-таки это технические вещи, они должны быть такие незаметными и практичными. Они не белые, а бежеватые, бежевые. Ну и красота. Прошу оценить всю красоту. Конечно, масштаб работ сложно будет оценить, но пару фотографий держите. То есть оценить масштаб строительных работ можно. И конечную красоту, которая вот она проявляется. И мечта данной семьи. Развернемся еще раз. То есть про мечту, которая есть. Тут изюма в этом доме очень много, красоты очень много, души в этом доме очень много, души клиента. Души клиента, которая реализовалась нашими руками, центром домостроения. И вот мне нравятся французские такие окна. Здесь камин. Уютненькие спальни, просторный туалет, крылечко и шикарная терраса. Мне нужен дом для вот какого-то самоощущения, для вот не просто вот прийти как в ночлежку, да, вот пришел, переночевал, ушел на работу. Нет. Дом это какое-то ощущение другое, это уютное гнездо. Для меня вот, ну, квартира это вот квартира, а дом это очаг. Это можно создавать вот такие вещи. Французский вот окно с выходом на террасу и свой сад. Представляете, мой сад. Я его сам создал, я его посадил. И он будет создан еще. И здесь южная сторона. Вот так солнце пойдет, будет все зарять. Шикарно, шикарно. У меня шикарный дом. И, ну, просто как со стороны хозяина, у меня шикарный дом, у меня шикарный сад. И здесь за чашечкой чая. Кстати, давайте вернемся, я покажу, как я понесу просто. Я здесь возле камина буду кайфовать. Вон там диван, там телевизор, здесь. Я беру, у меня тут кофе, чай ароматный. Я налил, блин, и вот с этим блаженством всем, с каким самоощущением я сейчас иду, я вообще кайфую, я сейчас пошел. Представляете? Вот сейчас будут смотреть на меня заказчик, и это даже интересно. Но я думаю, я понимаю вас. Что будет? Я уже пошел. И я выхожу и в кайфе просто на своей террасе тут кайфую. И у меня тут сад. Класс. И попиваю ароматный чай. Класс. Ну, блин, я кайфанул. Я просто, я представил, как я здесь бы уже жил. Блин, класс. И это все создается. Вот прямо сейчас, то есть год, второй, третий. И здесь все преобразовывается. Класс. Ну, нашими руками, конечно. Но энергией клиента. Так что, дорогие друзья, если и вам необходимо построить дом уже в вашей мечты, с радостью, вам в этом поможем. Ваша компания. Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите с радостью, проконсультируем, все расскажем, все покажем, посчитаем, предоставим. Мы будем рады, если выберете нас для создания уже вашего дома мечты. Вашего дома мечты. Встречаемся на консультации. Пока-пока. Bye.